Руслан Кеңешевич, есть вопросы к представителю президента Кабинета министров? Уважаемые представители президента, в своем выступлении вы сказали, что с одной стороны значит, только один осужденный, а с другой стороны там и государство, и прокуратура, правоохранительные органы, как вы говорите, асимметрия. Да, вы говорили об асимметричности. Но должно ли это влиять все-таки на равноправие сторон, которое четко указано и в Конституции, и в других нормативно-правовых актах? Все-таки явная же здесь также несоразмерность. Одному бесконечно дается право, а второму только ограниченный срок. Не, ну вот видите, вы используете слово «бесконечно». Он может один раз, выходя за годичный срок, ну, вперед, один раз имеет право попытаться изменить свое правовое положение. Что такое бесконечно? Ну, видите, вот это бесконечно предполагает, что он может много раз. Он только может один раз обратиться. Я считаю, что это не нарушает принцип, потому что если бы потерпевшие не могли бы обжаловать решение, скажем, вообще, я бы сказал, да, имеет место. Но в данном случае, почему ваш доверитель, почему не обжаловал решение городского суда? Потому что его все устраивало, его... А сейчас Куценко, он не пытается отменить решение ваших судов, он пытается улучшить свое правовое положение. Я не знаю, на что он надеется. Возможно, его жалобу и не примут, потому что пропуск сроков, сказать, что он не получил решение суда, я не сказал бы. Поэтому здесь я не вижу, потому что я объяснил же, вот эти сроки, они одинаковые, ой, прошу прощения, они одинаковые, но у этого человека, потому что он противопоставляет себя государственной машине, потерпевшим, поэтому говорим, что он может через какое-то время, сверх года, через 5 лет, вот как в вашем случае, или через 10 лет подать и попытаться один раз улучшить свое положение, не бесконечно. Поэтому я здесь не вижу, что именно различие потерпевших в годовом сроке ухудшит положение и различие осужденного в том, что по происшествии года через какое-то время попытаться улучшить свое правовое положение не может являться. Ну давайте вспомним старые дела, которые люди были реабилитированы через 40-50 лет по делам, которые были в свое время осуждены. И поэтому, если исходить из вашего принципа, те люди, которые в свое время при советской власти подверглись репрессиям, не могут сейчас оправдаться, реабилитироваться. Я так вижу. Больше нет вопросов. Уважаемые коллеги, есть у вас вопросы? Присаживайтесь.